Жительница Усть-Сыльмы Агафья Сидоровна рассказывает Пиру Браше о старообрядчестве. Так начинается видео. Я летом побывал в районе Усть-Сыльма, на севере Республики Коми. Там живут в том числе староверы-поморцы. Что меня потрясло, это особые отношения староверов и к своим предкам, и к культуре своих предков. В Коми Пир Кристиан Браше приезжал летом прошлого года, поэтому все традиции и праздники увидел воочию. Например, Петровщину. Это праздник староверов в ночь с 11 на 12 июля. Тогда разводят костры на берегу реки, варят уху и овсяную кашу. Поют старорусские песни и гуляют до утра. А раньше верующие переплывали на другой берег, и это означало перемещение в другой мир. На кладбищах существуют странные конструкции с маленьким окошком для контакта между мирами. Здесь мы видим вот такие как бы крыша, это полотенца, и вот эти острые концы вот этих полотенец считаются пальцы руки. Как бы распростертые руки над его могилой. Это видеозарисовка о том, как русские поморские староверы в Коми сохраняют традиции и особые отношения со своими предками. Предки староверов, которые живут на берегах рек Пижма или Печора, появились в этом регионе в середине 17 века, после раскола в Русской Православной Церкви. Староверы считают себя наследниками дореформенной Руси. Они стараются сохранить все догматы, канонические положения, чины и последования древней русской церкви, которые существовали до раскола. В своем рассказе автор использует несложные слайды. Так информация о староверах Коми становится более понятной. И все это скорее напоминает не документальный фильм, а небольшое видеопособие. Староверы еще и крестятся по-другому. Это крестное знамение называется двуперстие. Дальше путешественник рассказывает о великопоженском ските в деревне Скитская. Именно он имел обширные связи со всеми староверами и обширное влияние на всех. Люди в этом регионе не отреклись от старого церковного закона. Они продолжали переписывать старые церковные книги и иконы по старым образам. В регионе также распространены медные иконы со старыми дораскольными образами. Я купил несколько из них на память. Вот такой и вот такой. Металлические иконы староверов были удобны, их брали с собой во время гонений. Кроме этого, автор уделяет внимание и быту, например, посуде с росписью в пижемском стиле. А еще Пир делает вывод, что коми-староверы не такие строгие, как, например, в Сибири. Анастасия Тюрина, телеканал Юрган.